Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. И не секрет, что ВЭФ – важная площадка для дискуссий высокого уровня. В то же время такой форум является колыбелью для масштабных и прорывных проектов. О том, как итоги Восточного экономического форума коснулись сферы ЖКХ и энергетики, мы сегодня поговорим с нашим гостем Вячеславом Емельяновым, министром ЖКХ и энергетики Якутии. Вячеслав Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году на ВЭФ состоялось заключение соглашения Якутии с госкорпорацией «Росатом» и об атомной генерации на территории республики. Вот расскажите, пожалуйста, об этом сотрудничестве. Какие перспективы вообще у арктических территорий республики и реализации данного проекта? Да, действительно, площадка Восточного экономического форума для нас является отрывной точкой, так скажем, в реализации наших крупных проектов. С госкорпорацией «Росатом» мы сотрудничаем уже в течение 3 лет. В 2018 году также подписали соглашение о намерениях взаимодействия в реализации, интересующих друг друга проектов. Да, и мы сейчас, так скажем, переходим уже в стадию обоснования инвестиций по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200 мощностью 55 мегаватт в Усянском районе. На сегодняшний день реализация этого проекта позволит обеспечить надежное энергоснабжение наших потребителей. Ни для кого не секрет, что существующие дизель-генераторные установки и также тепловая генерация, котельные наши, да, претерпевают, так скажем, со временем устарения и, соответственно, требуют определенных модернизаций, реконструкций. И реализация проекта по строительству атомной станции малой мощности как раз заместит морально-технически устаревшее, так скажем, оборудование и позволит, самое главное, обеспечить надежность, бесперебойность и качество электроснабжения, теплоснабжения потребителей Усянского района. Хотелось бы еще отметить, что реализация этого проекта даст определенный социально-экономический толчок развития не только отдельно взятого муниципального образования, но и Арктики в целом республики, но и Дальневосточного федерального округа. Но это действительно на самом деле такой первый масштабный проект, и более того, на территории Арктического района республики. А что предполагает под собой механизм дальневосточной концессии? Да, соглашение у нас на Восточном экономическом форуме подписано между госкорпорацией «Росатом», Республикой Саха-Якутия и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации. Трехстороннее соглашение подразумевает реализацию проекта в рамках концессионного соглашения, где концедентом у нас будет являться Минвосток. На сегодняшний день, как я уже говорил, обоснование инвестиций сейчас проходит стадию согласования. После определения обоснования мы уже непосредственно перейдем к обсуждению той плоскости, где мы будем обсуждать непосредственно механизм концессии. Принципиально стороны договорились, и я думаю, что к концу этого года, к началу следующего года уже перейдем непосредственно в стадию подписания самого концессионного соглашения и через 2 года приступить к активной фазе реализации этого проекта, то есть непосредственно к строительству данного объекта. Тогда перейдем еще к некоторым моментам, которые были озвучены на Восточно-экономическом форуме. Вот как раз-таки в рамках того мероприятия отметились значимые события и в локальной энергетике республики. Речь там заходила о запуске первого гибридного энергокомплекса. Что вы можете рассказать об этом? Мы действительно последние, наверное, 10 лет очень плотно работали и с Федеральным министерством энергетики, да, и с Министерством по развитию Дальнего Востока, с Федеральной антимонопольной службой и с правительством Российской Федерации о необходимости оптимизации локальной энергетики в северных и арктических районах республики. Республика Саха-Якутия, имея свои колоссальные территории, имеет самую большую локальную энергетику на территории, если не всей Российской Федерации, да и по всему миру. У нас 145 дизельных электростанций, которые также необходимо модернизировать, реконструировать. И подписанное соглашение, которое было 2 года назад, оно позволило нам создать условия для вхождения инвесторов непосредственно на территории Якутии и в рамках энергосервисного контракта построить и модернизировать наши дизельные станции. В рамках
подписанном соглашении с компанией «Русгидро» мы на сегодняшний день подписали энергосервисных контрактов на 72 дизельные станции. Это практически половина того имущества, которое сейчас эксплуатируется Сахаэнерго в арктических северных районах. Безусловно, надежное энергоснабжение потребителей является архиважной задачей на территории республики, и правительства республики в целом, и наших энергоснабжающих организаций. Действительно, введенный в эксплуатацию первый гибридный энергокомплекс, он включает в себя традиционную дизельную генерацию и возобновляемый источник энергии. В нашем случае это солнечная станция с установленной мощностью 400 киловатт, и дизельная станция с установленной мощностью 600 киловатт, плюс аккумулирование энергии 120 киловатт. Это позволит нам обеспечить надежность энергоснабжения и, самое главное, снизить потребление дорогостоящего дизельного топлива ориентировочно на 30%. То есть 1/3 экономии от гибридных энергоустановок даст колоссальное, так скажем, сокращение себестоимости электроэнергии так таковой, что позволит создать благоприятные условия для юридических лиц, которые непосредственно работают в отдельно взятых муниципальных образованиях, а для населения, как и везде по республике, действует льготный тариф, и, соответственно, население это на себе никакой дополнительной нагрузки не почувствует. Чем хороший энергосервисный контракт? Это значит, что ни муниципальный бюджет, ни республиканский бюджет, ни гарантирующий поставщик в лице Сахаэнерго не тратят ни рубля для того, чтобы реализовать этот проект. Мы создаем условия для вхождения инвесторов. Инвестор заходит со своими деньгами, реализует проект и в течение определенного периода времени возвращает эти средства за счет сбыта электроэнергии. Тем самым окупаемость проекта у нас предусматривает порядка 10 лет. Проекты по энергосервисным контрактам на территории республики будут завершены к концу 2024 года. Также на полях Восточного экономического форума было заключено соглашение с Русгидро. О чем в тот момент договорились стороны и насколько это важно для энергоснабжения нашего региона? А то соглашение, которое было подписано Русгидро, это о консолидации энергетических активов. То есть в республике есть такие объекты электросетевые, да, которые были построены за счет республиканского бюджета и по сути своей должным образом не эксплуатировались. И передача, вернее консолидация энергетических активов республиканских и передача их в специализированную организацию в лице компании «Якутскэнерго», безусловно, в первую очередь дает нам надежность, бесперебойность и качество электроснабжения. Специализированная организация «Якутскэнерго» будет эксплуатировать, содержать, ремонтировать и инвестировать в проекты, которые нам сейчас очень необходимы. В первую очередь мы говорим о повышении надежности энергоснабжения западного и центрального энергорайонов. В западном энергорайоне это у нас строительство линии Сунтар-Нюрба с подстанцией в Нюрбе, которая обеспечит надежность энергоснабжения порядка 300 тысяч населения республики, и строительство линии Сулгачи-Амга с подстанцией в Амге. Я напомню, что в центральном энергорайоне Амгинский улус — это единственный улус, который обеспечивается линией 35 киловольт. Хотя, как другие муниципальные образования, надежность своего энергоснабжения осуществляет за счет линии 110 киловольт. Это вот первостепенные задачи, о которых мы принципиально договорились с нашими коллегами из компании «Русгидро», и в последующем будущем в рамках вот этого соглашения будем определять механизмы привлечения инвестиций для строительства вот архиважных объектов, о которых я только что сказал. Вячеслав Павлович, также вот эти все соглашения, которые были заключены, они еще коснулись и вопросов утилизации твердых коммунальных отходов. В каком направлении и какие проекты планируются? Да, действительно, соглашение было подписано между банком ВТБ и научно-производственным объединением «ЭКАР». На сегодняшний день мы в селе Чурапча проводим опытно-промышленную эксплуатацию мусоросжигательной установки как раз НПО «ЭКАР». Проходят пусконаладочные работы. Естественно, «ЭКАР» сейчас должны пройти экологическую экспертизу, получить лицензию на использование данного оборудования. И вот это соглашение дает портфолио для реализации этих проектов в труднодоступных арктических северных районах в первую очередь.
Потому что ни для кого не секрет, что имея такую обширную территорию, да, и жесткие требования законодательства по захоронению твердых коммунальных отходов, бытовых отходов, жидких бытовых отходов, на территории республики есть очень, так скажем, существенные сложности в реализации этих проектов. И как раз установка этих оборудований мусоросжигательных позволит обеспечить нам, значит, в рамках действующих законодательств решить основные проблемы по захоронению твердых коммунальных отходов на территории республики. То есть в целом по этим 3 соглашениям хочется сказать, что они имеют очень такую практическую плоскость в реализации наших проблемных вопросов, да, на территории республики, и которые дадут непосредственно определенный толчок развития, и это должны почувствовать все жители республики. Ну а если подводить итоги, столько соглашений было заключено, столько направлений было образовано. Вот в рамках этих самых заключенных соглашений на Восточно-экономическом форуме, какие проекты в отрасли уже реализованы? По предыдущим подписанным соглашениям на полях Восточно-экономического форума, ну, как пример я хочу сказать, это реализованный проект совместно с японской корпорацией НЕДО и компанией Русгидро строительство в поселке Тикси ветродизельного комплекса. Как вы знаете, у нас ветряные энергетические установки там уже непосредственно сейчас работают. Новая дизельная генерация в Тикси работает, которая обеспечивает надежность энергоснабжения потребителей Тикси. Это построенная солнечная электростанция с установленной мощностью 1 мегаватт, которая, кстати, попала в книгу рекордов Гиннесса, да, также обеспечивает в летний период энергоснабжения от солнечных панелей потребителей поселка Батагай и Верхоянского района. Ну и по энергосервисным контрактам, о котором я вот недавно говорил, это как раз вот те соглашения, которые были подписаны на предыдущих полях Восточно-экономического форума. И они сейчас действительно реализуются, и эти объекты вводятся в эксплуатацию. Вот как вы у меня правильно спросили, у Лоханкюльта, Балахский наследник, реализованная первая гибридная энергоустановка, там население действительно очень радо, что у них наконец-то появилась новая дизельная генерация с солнечными панелями. Это очень хороший проект, и люди прямо ощущают надежность, качество и бесперебойность энергоснабжения в данном отдельном населенном пункте. И таких объектов у нас будет много. Спасибо, Вячеслав Павлович, за очень содержательную беседу и за то, что были сегодня гостем нашей студии. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас был Вячеслав Емельянов, министр ЖКХ и энергетики. Берегите себя и оставайтесь с нами. До встречи.